Это в уголовном крымские татары, но очень много русских, греков, Дагестана много, которые вошли в наш коллектив. И по сегодняшний день, более 4 лет, мы вместе с первым. Сегодня мы в основном занимаемся выборами, которые будут 18 марта. Это очень важные выборы о том, как мы дальше будем жить, как будем развиваться. Это выборы президента Российской Федерации. Крым-Берлига с первой минуты поддерживал и поддерживает и ведет работу. Поддержку Владимира Владимировича Путина. Другого президента мы вообще не представляем. Но, к сожалению, много бытует сегодня телевидение, которые с Украины, с Киева передают людей в другом направлении, в другом русле агитируют. Мы против этого. Мы хотим, чтобы наши дети через лет 10-5 были и генералами, и во всех структурах власти. Для этого надо только мир, и надо идти тем путем, как мы есть. Очень обидно, когда бывшие наши лидеры агитируют к тому, что Крым заберут, Крым уйдет. Я вам хочу сказать, сегодня, на той неделе официально было заявлено, сильнее в мире вооружений и сильнее армии, чем Российская Федерация, нет, и в ближайшие 50 лет его не будет. Это говорит о том, что мы можем с вами и днем, и ночью жить спокойно, работать, учиться, не бояться ничего, что нам какой-то агрессор будет угрожать. Что несет с собой сегодня выбор? Понимаете, очень много можно говорить, и очень много, пока человечество живет и работает, всегда есть проблемы. Проблемы мы можем решать только вместе, совместно с вами. Если будет как в басне Крылова «Рак, лебедь и шука», никогда ничего не будет. Вот возьмите сегодня вашу школу. Чистенько, приятно, тепло, только работать и радоваться, и воспитывать детей по законам Российской Федерации. Мы, Крым-Берлига, 13 января собрались в гостинице «Москва» в Симферополе, и первыми из крымских татар объявили, что крымские татары идут на выборы. Об этом показывало телевидение, об этом говорит вся Европа, когда с Киева передают, что татары не пойдут на выборы. Мы ездим очень много, и каждый раз, собирая коллектив, мы последний, когда отъезжаем или что, голосуем, что пойдем на выборы. По моим данным, 60% населения среди крымских татар, с кем мы встречаемся, все обещают пойти на выборы, и за эти 10-12 дней, что осталось, еще больше, мы пойдем, проголосуем и будем 6 лет ближайшие с нашим президентом жить в здравии и согласии. Посмотрите, мы, вот о себе я чуть-чуть расскажу. Мы приехали в Крым в 1967 году, мне было 15 лет. Мои родители из Бахчисарайского района, мать Буйко Зембаш, отец Айрон. Прожили более 2-3 месяцев. 3 ноября 1967 года нас погрузили, вывезли и выбросили станции Новоалексеевка. С тех пор, по 2014 год, мы жили в Новоалексеевке. Свою трудовую деятельность чуть-чуть расскажу. Армия, женился, дети, вот сын мой перед вами тоже. В 1995 году избрали председателем колхоза Грузия, это Чингар. Я там проработал до 2006 года, избрали председателем районного совета, с 2010 по 2014 главой администрации Генического района. Но я и семья всегда, мы все время говорили, что в Украине будущего без России нет, ее и не может быть. Я это могу доказать на любом уровне и с любым. Об этом в 2008 году журнал «21 столетие» я печатался. Когда был Майдан, мы ездили туда, я смотрел, практически на Майдане были одни бомжи Украины, которые собрали, которых скармливали и наркотиками. Это вот они по сегодняшний день, эти люди лечатся. Ну а к власти как пришли, это был переворот. Сегодня, не дай бог, Украине жить. Люди, которые там есть, там нету сегодня закона, там сегодня нету человека, чтобы мог куда-то обратиться или что-то. Там АТО, Айдар, Азов, вот эти структуры, которые командуют, и очень плохо. Ну а мы с вами, смотрите, без единого выстрела, спокойно, 4 года живем, еще 404 тысячи лет будем жить в этой стране. Никто ничего не боится, машины на улицах стоят, никто ничего не ворует. Да, у нас проблемы сегодня это дороги. Люди теряются. Люди теряются. Люди терялись и теряются.